Я здесь родилась. Это мои родители сюда приехали. И, к сожалению, российских немцев и Коми связывает трагическая история, потому что, конечно, это репрессированные. Дело в том, что отец, папа мой, Отто Эмилевич, родился в Житомирской области, и во время войны фашисты, когда отходили, то забрали его семью, ему тогда было 2 года всего, в Германию, через Польшу. И в 1945 году, когда советские войска заняли Германию, их освободили, то им сказали, что они вернутся домой, но, к сожалению, их вместо Житомирской области отправили в республику Коми, где папа и вырос, и работал в леспромхозе, и встретил там маму, которая по собственной воле из колхоза Житомирской области, тоже мама украинка, приехала работать в леспромхозе для того, чтобы отдали паспорт с колхоза. Вот такая вот история. Они полюбили друг друга, поженились, и появилась так я. И я родилась в поселке Тракт Нижпогодского района. Там была до 17 лет, закончила тракторскую среднюю школу, но не серебряную медалью, 2 четверки у меня всего было. И потом уехала, поступила в Сыктывкарский университет на экономический факультет, на планирование промышленности. У меня профессия – это экономист, проработала бухгалтером, была главным бухгалтером на Жешском фанерном комбинате, а потом вот моя судьба получилась так, что стала председателем региональной общественной организации Немецкая национально-культурная автономия Республики Коми. Нашей автономии в этом году исполняется 25 лет. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся, я бы сказала, со всеми возрастами, начиная от детского сада с людьми и с детьми, и заканчивая пенсионерами. У нас есть свой сеньорин-клуб, с которыми вот мы встречаемся 2 раза в месяц по субботам и активно очень работаем. Там у нас порядка 25 человек, сеньор. Находим там общие темы, говорим о работе автономии. Они помогают мне во всех наших мероприятиях автономных. В детском саду у нас проводятся занятия немецкого языка. Также есть наша немецкая школа. Есть у нас свое молодежное движение ВИР, с которым мы тоже делаем проекты. Кстати, вот у нас в феврале намечается Олег Францевич Штралер готовит форум молодежи немцев Урала. И также мы работаем и со средним возрастом для людей среднего возраста и пожилого, а для рабочих людей, у кого есть желание, пожалуйста, приходите в Дом дружбы изучать немецкий язык совершенно бесплатно. Так что мы работаем со всеми возрастами и, конечно, работаем много с пожилыми людьми, то есть благодаря поддержке Германии мы оказываем благотворительную помощь нашим ветеранам, которые нуждаются в этой помощи. По переписи 2010 года было 10 тысяч, да. Но сейчас, скорее всего, меньше, но с другой стороны, очень много, я бы сказала, таких подпольных немцев, которые выявляются уже, когда обращаются к нам, или, допустим, когда мы набираем группы и говорим о том, что для изучения немецкого языка неплохо было бы иметь немецкие корни, и люди говорят о том, что да, у них бабушка там, или тетя, или папа являются немцами. Ну, то есть, я думаю, что только в городе Сыктывкаре, наверное, порядка 2-3 тысяч, потому что у нас на учете стоит только около 1000 ветеранов, наших российских немцев репрессированных, которым мы помогаем. А вот сейчас Олег Францевич Штралер сделал такой проект «Заслуженные немцы Республики Коми». И когда мы подбирали исторический материал для этого проекта, оказалось, что очень много российских немцев участвовали в становлении республики, в становлении промышленности республики, сельского хозяйства. Мы подняли такой пласт, который еще глубоко остался неизведанным. На сегодня выбрали порядка 150 российских немцев заслуженных. Очень часто, обращаясь при реализации своих проектов куда-то за помощью в администрации, музеи, библиотеки,
мы как раз находим российских немцев там, которые всегда очень рады, готовы помочь нам. А потом наша республика ведь очень многонациональна, и у нас не в привычках спрашивать национальность, поэтому я думаю, что мы все живем здесь дружно. Конечно, если узнаем, что немцы, то люди, да, стараются помогать, но и другие, никто никогда не отказывает в помощи. Просто вы знаете, как бы везде у людей находим общее, с людьми мы находим общий язык, а конкретно там выделять немец, он не немец. Если немец, очень хорошо, приятно, стараемся втянуть потом, как бы это так сказать, втянуть, заинтересовать нашей работой и чем-то заинтересовать, что чем мы можем помочь этому человеку. И, конечно, если этот человек может помочь нам, это будет здорово. Ну вот сейчас был случай такой, Бихерт Рингольд Иванович, он у нас был же председателем Союза журналистов Республики Коми. И, к сожалению, вот у нас 26 октября в Уссыльме председатель умерла Татьяна Гавриловна Шишелова. И вот как раз мы обратились к Рингольду Ивановичу за помощью написать хорошую статью, что он нам и помог сделать. То есть взаимодействуем. Душевностью, сердечностью тех жителей, которые здесь живут, и с готовностью прийти всегда на помощь. Взаимовыручка. Это однозначно. Это показывают наши этнографические молодежные экспедиции. Мы уже провели 18 этнографических молодежных экспедиций практически в каждом районе Республики Коми по местам спецпоселения российских немцев. В прошлом году, в 2021, у нас была замечательная экспедиция в Усинский район, местечко спецпоселения Нялта. И спасибо Министерству национальной политики, которые помогли нам финансово провести этот проект. А плюс к этому еще мы выиграли конкурс социальных проектов Лукойла. Нам помог Лукойл. И информационно экспедиция была очень поддержана и Лукойлом, и Министерством национальной политики. Вот во всех этих экспедициях нам очень помогала и администрация района, но прежде всего это простые люди, люди, которые живут там. Вот, допустим, прошлый год отметился Мутный материк, жители Мутного материка, как раз у них было 150 лет с дня образования Мутного материка, и простые люди нам очень помогли, и глава поселения нам очень помог. Вот в проведении нашей этнографической экспедиции. Эти люди встретили нас, накормили, напоили и поддерживали нас в течение всей экспедиции. Все это было абсолютно безвозмездно. Им большая признательность и благодарность. То есть наши люди в Республике Коми – это сердечные, душевные и готовые всегда помочь люди. Вот этим наша республика отличается, я так считаю, от других мест. Вы знаете, все ощущается сравнение. Мои родители уже с 1994 года находятся в Германии. И когда я туда приезжаю, конечно, неоднократно уже возникал вопрос: давайте переезжайте. Не могу. Почему? Небо другое, земля другая, природа другая. А я люблю снег, я люблю и лето также, и солнце, и наше небо ясное, чистое, а не то сумеречное, которое вот больше полгода в Германии в течение года. Поэтому, потому что это все родное. И потому что могилы родственников здесь, это то, что вот как корни привязывают сюда. Вот. В этом ответ. Все родное. Не променяете? Ну, пока нет. Пока нет. И, скорее всего, уже нет, потому что у меня 3 детей. Все уже здесь работают на благо республики, имеют семьи. Так что нет, я думаю, что нет уже. Я уже проросла здесь корнями. Да, вы знаете, дело в том, что кроме того, что я являюсь председателем немецкой автономии Республики Коми, я являюсь еще председателем Ассоциации национально-культурных объединений Республики Коми. И вот как раз моя самая главная цель – это то, чтобы все наши диаспоры и все наши автономии жили дружно, и мы совместно делали различные проекты.
Взаимодействуем очень тесно, и так как ассоциация имеет свой расчетный счет, это юридическое лицо, поэтому я предлагаю всегда, и мы делаем такие проекты уже, на конкурс субсидий Министерства национальной политики. Пожалуйста, ребята, если хотите, Украина, да, давайте, у вас есть проект, мы проведем через себя, потому что это возможно, так как у нас есть свой расчетный счет. Так что мы взаимодействуем очень плотно и с украинской автономией, и с белорусской автономией, и с азербайджанцами, и как раз и с Шамилем, с Дагестаном, с чувашами. Стараемся работать дружно, активно и с положительным итогом. Я бы свою эстафету передала той автономии, которая в течение последнего года стала работать очень активно. Это болгарская автономия и ее председатель Галина Костова. И я с удовольствием передаю ей свою эстафету.